الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bizni Allah hidayetke kundirgen, ko'ngillerimizga iman nurun eng zinnatli narsa etib o'rnashtirgan Allah subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillerimizning to'ridan chiqqan salavat sharifalarimiz bo'lsa edi. G'usüllanib taharatlanib fas'au ila zikrillahi Allah'ın zikrini aşığız, namazga aşığız, qutuluğa aşığız degan amirga bo'ysunib şuşu ko'rkam yoqti shista жылы masjidga kelgan Allah'ın yurtuna kelgan aziz kardeşlerim, assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuhu. Mübarek bo'lsin juma kunlarimiz. Allah subhanahu wa taala illerimizga, kunlarimizga hayırlı eminlikler, tinchliklar, avrularga hayırlı şifalar, tavfiqsizlikda, dinsizlikda yurishlarga Allah Teala ko'ngillarına hidayet nuru, iman nuru, İslam nuru nasip eylesin. Kullu atin qarib deb ko'p aytdik. Har bir kelajak narsa yaqin. То, что ждешь, быстро наступает. Әлі кешегіне жай еді, күз жетті, мына қазір енді қыш келді. 2-3 күн дегенде қыш жетті де қойды. Көп кіші бұл қышны көрмей, Африкада яшавшы, әлі қая анда Юго-Восточный Азияда яшавшы кішілер көрмейлер қышны. Бізді жәллейлер, нешік анда 20 градус салқында яшайсыз. Ой, біз өлер едік шунда деп айтушылар да бар. Біз де қай бір вақытны бұл қыштан кімәтнешлей тоймасақ та тоқланабыз. Тезірек жылы керек, яқты керек, қияш керек, витаминді керек. Ләкин қай ғана болсақ та, нендегендер шет елдерге барып, Дубайға мы, Түркияға мы, Мәккә, Мәдинәгә мы, қай ғана барсақ та, шол бір атна 10 күннен соң, өзіміздің салқыныбыз деп сейініп, шатланып қайтабыз. Қайбір мұнда болушы өзбеклер, таджиклар, қырғызлар да вроде бы холодно дейлер, ләкин каникулға өзлерінің үйлеріне қайтқаш, оказывается, мы там привыкли деп мұнда сейініп қайтушылар да бар. Субханаллах. Жумадил ауал айы. Жумадил ауал айының 10-ші күні бүгін. Жумадил ахир, Раджаб, Шағбан, Рамазан. Субханаллах. Тағы 2 айдан соң, 3 айдан соң 11-ші мартта Рамазан айы башлана. Субханаллах. Аллах Тәала насип етсін шушы уразаларны көрерге. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Әш-шитау рабиғул муъмин." Қыш муъминнің язы. Зима – это весна для мусульманина. Нәрсе деген сөз? Қыш күнінде күннер қысқара, түннер ызыная. Жай күні уразабыз біздің неше сағат? 18-19 сағат уразаттабыз. 18-19 часов постимся летом. А зимой это сколько? Зимой это примерно 9-10, максимум 11 часов. Иногда хочется летом встать на тахаджуд намаз и не можем понять, сулюсуль лайл, 1/3 ночи, где это, когда это, а здесь понятно, где это, во сколько это. Человеку достаточно сон 5, 6, 7, когда уже 8-9, это уже много. Это уже исраф времени.
7-8 часов спим, 7-8 часов работаем, 7-8 часов бодрствуем. Но зимой у нас очень много времени для айбадата. Қыш күні айбадат қылырға, Аллах Тааланы зікір етірге, ураза тұтырға, зікір тасбихлар айтырға, мына Аллах Таала бізге нендей мүмкіншілік берген. Ашитау ганиматул габидин. Ганима деген сөз бұл трофей или возможность. Зима – это возможность мусульманина для того, чтобы заработать, найти, воспользоваться и приобрести. Шуның үшін Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисы бар. Специально ради этого хадиса можно посвятить всю пятничную молитву. Потому что этот хадис, хоть он и короткий, но этот хадис индикатор мусульманина. Индикатор татарина, узбека, таджика, киргиза, который говорит: да, я мусульманин, да, я ля иляха илляллах говорю, да, я ураза держу, намаз читаю. Но вот этот маленький хадис, прислушаемся к этому хадису и будем немножко примерять этот хадис к себе. Үзебізге бұл хадисны башта мен өзіме, соңынан сіз ешіткеннен соң өзіңізге шушы хадисны фикірлеп, ойлап қарағыз. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Ман салла субха фил джамағати фахуа фи зимматиллах». Кім ертеңгі намазны, фәджр намаз, кім ертеңгі намазны жамағат білән мәшітті оқыса, ол күні бойы Аллах Тааланың сақлауында болыр. Тот, кто прочитает коллективный утренний намаз в мечети, тот будет под покровительством Всевышнего целый день. Бұл хадис турында шархын оқыған вақытта анда бик көп хикмәтлі әйберләр бар. Хатта дошман да сені үтерергә келген вақытта, сеңа зарар кетірген вақыт кетірем десе, біліп қалса: подожди, он же на утренний намаз ходит. Однажды я его видел в буран, в снег. Невозможно было даже, извините меня, собаку из дома выгнать. А он в мечеть пошел. Он до намаза, до азана туда пришел и сидел, ждал утренний намаз. Я его не трону. Значит, он чистый человек. Значит, его вероубеждение выше, чем другие люди, которые говорят, что я мусульманин, я Аллах Акбар, я все могу. Субханаллах. Ман салля ас-субха фил джамаати фахуа фи зимматиллах. Кім ертеңгі намазны жамағат белән мәчеттә оқыса, Аллах Таала ул бәндәне саклар. Нигә? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның икенче бер хадисе бар. Асқалу салати алал мунафиқи аль-фаджр вал-иша. Мунафиқ кеше өчен. Мунафиқ дигән сүз двуличный. Он мусульманин, но он идет к тем друзьям, которые выпивают, и говорит: давайте я тоже с вами посижу. Не выпью, а посижу, и поддерживает их, смеется с ними, вот, за них еще голосует, за них еще свои слова говорит. Но когда идет к мусульманам, тех начинает ругать. Ики изле, мунафиқ двуличный. Пейғамбарымыз айтты: «Асқалу салати алал мунафиқи аль-иша валь-фаджр». Мунафиқ үшін для двуличного самый трудный намаз. Это какой? Это утренний и вечерний. Понятно, днем читаем зухр, хочешь не хочешь, там рядом мечеть, люди идут, там встречу назначили, пошел. Аср тоже недалеко от зухра зимой. Магриб прочитал, потом домой вернулся. Понятно, вот эти три намаза понятно, но утренний и вечерний намаз, если человек постоянно ходит на эти намазы, знайте, что его уровень имана, уровень вероубеждения, ихласа высший. Ему можно доверить, с ним можно иметь дело. Даже враги, даже те люди, не мусульмане, которые работают с тобой, они будут тебе доверять, передоверять даже свои деньги, свое имущество. Мы тебя знаем, ты не тронешь. Субханаллах. К чему я это? Потому что зима.
Если мы летом читали утренний намаз в 3 часа, в 4 часа, в 5 часов, то сегодня утренний намаз читается в 6 часов. Сегодня магриб читается когда? Сегодня магриб читается 15:20. То есть между 6 и 15:20 всего 9 часов. Ближе к концу декабря это еще уменьшится. Поэтому надо вот этот трофей забрать. Надо вот этим временем воспользоваться и побольше участвовать на коллективных молитвах. Когда ты утром хочешь просыпаться, потом думаешь, проснусь попозже. Вот. Ладно, у тебя есть будильник, который будет тебя, и там муазин говорит, вот этот будильник, который кричит азан, и он говорит дополнительно «Ас-салату хайрум минан наум». Намаз жықыға қарағанда хайырлырак. Идти на намаз лучше, чем спать. И ты задумаешься, надо проверить. Спать хочется, рядом жена, тепло, хорошо, надо отдохнуть. Вроде бы уснул хорошо. Нет. И думаешь, ас-салату хайру минан наум. Намаз лучше, превосходнее, чем твой сон. И думаешь, дай проверю. Встал на намаз, сделал тахарат. Встаешь еле-еле, там болит, здесь нога, здесь рука, здесь что-то такое. Зарядку делать неохота. А когда уже сделал тахарат, даже если холодной водой сделал тахарат, оделся и вышел, пошел на намаз, или же поехал на машине, кто-то говорит, что я буду использовать машину. Машина мне нужна для других целей. Мне надо съездить на работу туда-сюда. А что, не для этого я купил. Только для этого надо покупать машину. Для того, чтобы идти и ехать в мечеть. Для того, чтобы использовать бензин. И чтобы машина, она тратилась ради благих дел. А самое благое дело – это намаз. Не жалейте свои Мерседесы, свои БМВ, свои Тойоты, машины. Езжайте на намаз. Если хотите пешком пройтись немножко, не доезжайте 300 метров, оставьте там где-то в надежном месте, закройте машину, идите пешком. Потому что вот эти, каждый шаг, который ты идешь на намаз, если у тебя есть еще время, то она будет увеличиваться в судный день, и будут это свидетельством. Шуша намазга бару, харбир адам қиямат күнінде сиңа шахид була. Жирде айта тұрған бола, и Раббым, ғазаплама бұл кішіні. Не мучай, не терзай этого человека. Он наступал на меня и шел на коллективный намаз. Пришел на намаз, и там имам читает. Имам читает Коран красивым голосом. Если у него голос некрасивый, постарайтесь сказать, имам, давай, имам, ты немножко қираат подтяни, таджвид выучи, или давай утренний намаз, пускай вот этот хафиз читает. Договоритесь там, чтобы утренние и вечерние намазы послушать хороший қираат. И когда ты слушаешь қираат, у тебя душа радуется. У тебя все мирское остается сзади, перед тобой Всевышний. Субханаллах. Сажда делаешь Субхана Раббияль Азим, рукю делаешь Субхана Раббияль А'ля, возвышаешь Всевышнего, и ты прочитал намаз, и все. Как говорят, остановись, мгновение, ты прекрасно. Все, ты прочитал намаз. Все, Аллах. Я исполнил вот это обязательство. Теперь у меня день начинается. Сделай баракатным этот день, и Аллах сделает баракатным этот день, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещал: «Ман салля субха фил джамаати фахуа фи зимматиллах». Кто читал намаз, коллективный намаз, утренний намаз в мечети с джамаатом, Аллах целый день обережет этого человека. Субханаллах. Мөхтәрәм әзиз кардәшләр, бу арада bizning ko'nglimizda shodlik bitdi. Endi ko'pmi vaqt mana oy yarim eshitamiz, tiganda o'tirarlar, munda ranjitalar, munda g'azablaylar. Agarda har bir kishi o'zining namozin ixlos bilan, jamoat bilan jumg'adagina tugul, g'aytagina tugul, balki ertangi namozda mana bu jumg'ada jiyilgan shekilli bo'lib o'qiy turgan bo'lsak,
ул вакытны Аллаһ Тәала безгә бәласын да җибәрмәс иде. Аллаһ Тәала безне саклар иде, чөнки Аллаһның вәгъдәсе шул: әгәр дә бер җирдә гыйбадәт кылынса, bir жерде Аллаһ Тәгаләгә истигъфар әйтелсә, Аллаһ Тәгаләгә зикр тәсбихлар әйтелсә, харам эшләнмәсә, хәләл эшләр генә эшләнсә, мин ул җирне саклармын диде. Әгәр дә шушы әйберләр булмаса, Аллаһ Тәгалә төрле бәла казалар җибәрермен диде. Менә шушы бәла казалар килә, безгә дә килә, Украинага да килә, Палестинага да килә. Һәм без уйларга тиеш, фикерләргә тиеш. Туктале, без үзебезнең шушы иманыбызны ни дәрәҗәдә? Инде кайберләребез жәлли андагы шаһидләрне. Әлбәттә, без дә жәллибез. Без ничек жәлләмәскә? Без жәллибез. Ләкин икенче яктан караганда, бәлки мы жалкие, чем они. Алар бәлки шаһидләрдер. Бәлки түгел, алар шаһидләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән Кәримдә әйтте: "Әлбәттә әйтмәгез, Аллаһ юлында шаһид булган кешеләр, бәл ахья индаллаһи юрзакун." Аллаһ каршында алар ризыкланалар. Они живые, а мы мертвые. Мы мертвецы. И сегодня чем мы можем помочь? Да, если бы сказали вот такой счет, мы бы помогли. Если сказали, давайте соберем одеяло и другие вещи, одежду, альхамдулиллах, собрали и одежду, и одеяло, скоро будет отправлять. Но дело не в том. Дело в имане. Мы сегодня, самое большое оружие у нас – это дуа. Ад-дуа силах аль-му'мин. Ад-дуа мух аль-ибада. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: дуа му'миннең коралы. Дуа, молитва – это оружие мусульманина. И сегодня мы должны молиться. Как молиться? Чтобы Всевышний не спаслал справедливость. А эта справедливость придет. Она обязательно придет, потому что есть такое выражение, никто не может отрицать это выражение: «Аз-зульму ля ядум». Зулм, вот это издевательство, вот эта несправедливость, ля ядум, никогда не может продолжаться долго. Зулм бир кашанда зак яшами, кашам булса да Аллаһ Тәгалә бирә, ләкин вот это все, что происходит, это должна переоценка ценностей для всех нас, и для тех, и для нас.